Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 10 августа 2020 года. Это будет понедельник. Посмотрим карту дня. Дама пиковая как карта дня. Это то, что будет помогать. Это то, что будет мешать. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. 2 карты на финансы. Итог дня. Будем подсказывать на метафорической колоде. Итак, у нас выпадает дама пиковая как карта дня. А это значит, день нам предстоит просто замечательный. Вот знаете, это тот день, когда можно испытывать радость от всего. От окружения, от общения, от каких-то мелочей приятных, там чашки кофе, красивой одежды. Как-то даже мы в зеркале себе, скорее всего, будем нравиться. Какое-то либо решение находим каких-то сложных вопросов, которые ну никак не решались. Какое-то желание сокровенное, душевное может исполниться сегодня. Ну просто, знаете, такой счастливый день. Если кто-то болел, выздоровление, если у кого-то не было работы, допустим, да, вполне возможно, здесь и работа находится. И вот какое-то общее благополучие. Очень хороший день для того, чтобы наводить красоту, да, в жилище в своем, покупать что-то в дом красивое, украшать как-то, да, какие-то там, может быть, гирлянды, цветы, в общем, ну, что-то красивое, даже мебель. То же самое и по отношению к себе, к своему телу, да, какие-то процедуры, может быть, прическа, макияж, одежда, покупки вот такого рода, ароматы какие-то вот можем покупать. Ну и вообще сегодня, знаете, день упаковки, да, день красивой упаковки, то есть когда мы упаковываем все, себя, свои какие-то идеи, свои действия. В общем, все должно выглядеть очень красиво, преподноситься очень красиво. И тогда, конечно, у нас вот есть возможность для того, чтобы как бы день прошел как нужно. А хорошее время для того, чтобы зарабатывать. Да? Для кого-то это действительно будут какие-то деньги, которые впоследствии могут стать чем-то, что нас будет радовать, да, то, что будет с нами надолго. Кстати, вот по этой карте очень часто даже идут сбережения, да, вот, допустим, какая-то крупная сумма денег придет, и вот можно положить, отложить на что-то, что мы давно хотели, да, может быть, на какую-то элитную вещь, или, может быть, там, на золото или на драгоценности, на что-то такое, да, вот если вдруг приходят денежки какие-то, вот нам можно их отложить, и они действительно потом накопятся, да, то есть это день такой вот, который способствует накоплению. А если у нас какая-то сложная ситуация в отношениях, у нас могут появиться союзники, поддержка такая. Если у кого-то там суды, допустим, адвокат как-то решит вопрос в вашу пользу, или вы найдете адвоката, если у вас еще нет. Тренеры, да, какие-то вот тренеры, которые действительно вам помогут решить ваши вопросы, там, финансовые, да, в профессии, или, может быть, это тренер, допустим, какой-то спортивный, да, тоже вот здесь все это очень хорошо получается. Хорошее время для налаживания питания, какой-то диеты, вот именно то, что вот нам подходит. Может быть, кстати, по этой карте открываются какие-то новые источники дохода, помощь какая-то приходит. Кто-то даже бизнес открывает по этой карте, но не бизнес в плане большое какое-то дело, да, когда много там людей, ну вот как самозанятость, допустим, да, любимое дело, скажем так, то, что радует. Что будет помогать? Вот именно новизна будет помогать какой-то креативный подход, какие-то решения, которые, может быть, знаете, спонтанно приходят в голову, да, их нужно сразу использовать. Какая-то легкость, возможность вот что-то поменять. Вот это все будет помогать. Что будет мешать? Это тройка червовая. То есть это, знаете, желание получить результат. Да? Не процессу радоваться, а вот именно нацеленность на результат.
Вот если на этом зацикливаться, да еще и эмоционально, вот это будет мешать, да? То есть именно процесс тут важен сегодня. В отношениях те, кто в поиске партнера, шестерка пиковая. Карта говорит о том, что, может быть, завяжется знакомство с человеком таким, знаете, серьезным, такой он профессионал, человек, который любит выстраивать какие-то структуры, он может быть каким-то начальником, руководителем, предпринимателем, или может быть в государстве какой-то пост занимать будет, ну, либо встреча может в каких-то государственных учреждениях, допустим, произойти, может быть, кто-то будет там помощь в документах каких-то оказывать. Или, может быть, это суд, да, то есть в суде можно познакомиться, в какой-то администрации или в налоговой. Но вот здесь нужно быть осторожнее, потому что этот человек может оказаться, знаете, таким эгоистом, который зациклен только на себе, на своей карьере, на достижениях. То есть, может быть, он такой сухарь, да, от которого не дождешься там чувств, эмоций. Вот. Ну, если вы, допустим, сами не любите какие-то эмоции, да, вот излишнее какое-то проявление, то вам, наоборот, такой человек подойдет, да. А теперь те, кто уже в паре, семерка пиковая. Карта говорит о том, что будет, скорее всего, большое количество звонков от вашего партнера, там, сообщений. Может быть, будете решать какие-то бумажные вопросы, может быть, то, что касается каких-то покупок, какие-то чеки подписывать, может быть, сделки какие-то будете оформлять. Но здесь сделки, скорее всего, касаются, давайте посмотрим дополнительно, ну, чего-то, ну, не очень крупного. Здесь просто что-то касается там вашего комфорта, да, каких-то вещей, ну, скажем так, движимое имущество, ну, кроме машины. Так, что еще? Счета какие-то можете оплачивать сегодня, да, можете договариваться о чем-то друг с другом, может быть, письменно, может быть, придется как-то срочно решать какой-то вопрос, или какая-то новость, может быть, вот то, что повлияет на вас, да. Так, я еще хочу достать карту. Может быть, знаете, может быть, один из партнеров как раз вот находится в каком-то сложном положении, да, и нужна будет ваша поддержка, слова поддержки, которые вот вы будете либо звонить, говорить, либо писать, говорить. Да, знаете, будьте осторожны, когда общаетесь со своим партнером, не пресекайте каких-то его начинаний, да, не критикуйте, не говорите, что не получится что-то, да, даже если вот вам кажется, что не получится, это вот не нужно говорить. Вот, скорее всего, вы ошибаетесь. А теперь для тех, кто в ссоре, шестерка бубновая. Карта говорит, что для вас вот просто все будет складываться так, чтобы вы помирились. То есть у вас все проблемы разрешатся, и будет взаимопонимание. В общем, здесь действительно у вас все счастливо получается. Работа. Десятка трифовая для тех, кто в поиске работы. Здесь вот и руководящая должность, и хорошая денежная какая-то, ну, компенсация, да, то есть, ну, в смысле, что зарплата. Может быть, вы понравитесь руководителю, и он как-то вот, несмотря ни на что, да, на наличие там еще каких-то людей на собеседовании, да, он выберет именно вас. То есть вот у вас действительно здесь есть и поддержка какая-то сегодня, и как бы денежные вопросы какие-то решаются, да, и должность высокая. В общем, здесь действительно вот все очень даже хорошо может быть. Ну, если, допустим, у вас есть возможность обратиться к какому-то человеку, который вам может составить протекцию, помочь, вот это делайте, даже не раздумывая, это вот ваш день. Для тех, у кого есть работа, двойка пиковая, карта говорит о том, что будут какие-то, возможно, стычки на работе. Знаете, вот, допустим, я думаю так, тот, кто со мной рядом работает, совершенно по-другому, да, и мы спорим по этому вопросу. Может быть, просто какие-то бумажная какая-то волокита, да, один допустил ошибку, из-за этого страдают все. То есть вот как-то очень много будет ситуаций, когда будет происходить вот именно
пересечение интересов, да, одного и другого. Но это вот именно в коллективе, это не начальник подчиненный, это вот именно в коллективе. Поэтому вот если от вас зависит какой-то процесс, да, вот старайтесь быть внимательными, без ошибок все делать, проверять все, в общем, свою часть работы выполнять как можно лучше. Ну и опять же, если, допустим, у вас какой-то конфликт назревает в коллективе, нужно попытаться найти какие-то точки соприкосновения, да, что вас объединяет с этим человеком, что вот у вас одинаково, да, и вот опираясь на это, вы можете здесь настроить ситуацию. Да, вот видите, все-таки конфликт один против всех, да. Давайте посмотрим, как это решить. Да, вот не нужно эмоционально входить в ситуацию, нужно абстрагироваться, да, и если, допустим, нельзя ситуацию решить сразу, да, или невозможно как-то наладить отношения, взаимоотношения, можно просто переключиться, да, подумать о чем-то приятном, подумать о предстоящем там отпуске, о семейных каких-то делах, то есть, ну, в общем, не вовлекаться в ситуацию, стараться. Ну, либо вот постараться наладить все-таки контакт. Есть возможность наладить контакт с людьми, с которыми вот может быть какой-то конфликт, потому что вот у нас карта здесь есть такая семейная, то есть если мы будем относиться к этим людям как к близким, как к родным, может быть, говорить на какие-то темы эмоциональные, да, может быть, поделиться тем, что мы чувствуем, ну как-то вот можно здесь эти эмоции перенаправить, это вот 100%. Но сложно будет сделать, вот не обвинять другого человека, да, не залипать на этой ситуации, будет трудно, но возможно. Так, какие последствия будут, если конфликт останется? Ну, знаете, вы можете что-то потерять, да, вот в ваших будущих каких-то планах и целях могут быть потери. Да, нужно все-таки откровенно поговорить, если вдруг проблема возникла. И стараться не обвинять, а вот стараться найти вот именно компромисс, общие какие-то точки. А для тех, у кого свое дело, тройка трефовая. Но здесь карта говорит о том, что могут быть какие-то результаты получены, да, и вы знаете, будет такое желание на этом остановиться, не расти дальше, не думать о том, как что-то увеличить. Ну, допустим, вот мы в сложной ситуации находимся, какой-то результат получили и очень этому рады, и думаем, ну пусть хоть так, да. Но вот карта говорит о том, что не нужно на этом останавливаться, нужно ставить как бы планку повыше. Да, сейчас может быть что-то невозможно, но зато мы определим какие-то пути роста, да. Ну и вообще у нас тройка трефовая, это карта, знаете, когда нет радости. Вот мы, допустим, занимаемся чем-то, получаем результат, зарабатываем деньги, а радости нет. Вот на это надо обратить внимание. Может быть, дело здесь даже не в работе, не в кризисе, ни в чем, а вот в том настроении, с которым мы работаем, да, с которым мы подходим ко всему. Да, нужно все-таки заниматься тем, что любишь. И если, допустим, карты говорят, что нет вот любви какой-то, да, в работе, нужно ее отыскать. Нужно отыскать вот те места, где мы можем, ну, что мы можем сделать, чтобы себя порадовать, да, чтобы нам нравилось этим заниматься, и уже с этой позиции уже в делах в своих наводить порядок. В финансах четверка пиковая выпадает тем, кто зарабатывает у нас зарплату, да, и карта говорит о том, что у вас какая-то здесь задержка денег может быть, или может быть вы в отпуске были, потратили денежки, да, или может быть вам нужно пересмотреть как-то свои расходы, может быть слишком много было потрачено, да, без учета зарплаты. Ну, в любом случае, смотрите, или вот карта говорит о том, что, может быть, вы тратили деньги на выздоровление от болезни, да, может быть, какие-то таблетки, массажи и так далее. Вот здесь уход может быть денег. И вот сейчас вам нужно быть, ну, как бы осторожнее в расходах, да, нужно поменьше тратить и как-то собирать деньги и пересмотреть вам нужно обязательно вот эту ситуацию с деньгами. Давайте я посмотрю дополнительно. Скорее всего, вы надеетесь на то, что
вот деньги как-то появятся сами собой, да, и как-то пустили ситуацию на самотек. А нужно обязательно, чтобы вы влияли на ситуацию. Вот нужно подумать, каким образом это сделать. Но, скорее всего, ваши деньги там, где вот то любимое дело, где ваши мечты, да, о которых вы все время думали, да, раньше, или, может быть, были у вас планы, цели какие-то, вот там ваши деньги и есть. То есть, если вы будете продолжать вот так же, как сейчас, то они не появятся и не прибавятся. То есть, нужно что-то менять в ваших планах, целях, в обучении, в работе и так далее. Для тех, кто зарабатывает своим делом, тройка бубновая. Карта хорошая, в принципе, вы тут денежки можете заработать, может быть, не сильно большие, но достаточные, да. Также ваши деньги зависят от других людей, то есть нужно, значит, и учитывать там потребности других людей, да, или учитывать, чтобы и им тоже было комфортно. В общем, как-то вот учитывать третьих лиц обязательно вот именно в финансовых вопросах. Кроме того, карта говорит опять же о росте, да, что нужно расти, нужно ставить выше цели, выше планки. И в финансах у вас вполне может быть 3 источника дохода, да, может быть, каждый из них как-то нужно укрупнить, да. Так, давайте я посмотрю. Да, возможно, сейчас еще нет такой возможности увеличить доход прямо сейчас, но нацеливаться на это нужно. Уже скоро появится возможность. Ну, может быть, там месяца через 3, допустим, да, вот по этой карте. И в конце дня у нас семерка червовая, карта роста, карта, когда мы, знаете, чувствуем себя стабильно, когда мы знаем, чего хотим, куда расти, куда двигаться. Это карта поддержки наших близких, да, то есть мы сами можем поддерживать, нас могут поддерживать. И вот такое ощущение, что мы твердо стоим на ногах, что у нас все получится, что у нас есть силы для того, чтобы вот все улучшать. Может быть, здесь какие-то вопросы будут связаны там с детьми, с семьей и так далее. То есть они нас будут как-то радовать, тепло какое-то нам давать. Друзья, желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.